утро всем, кто проснулся, и всем, кто еще не ложился, но так или иначе вместе с нашей программой. Это «Утро Якутии» на телеканалах «Якутия-24» и НВК «Саха». Сегодня 25 ноября, день недели, четверг. Желаю, чтобы сегодняшний день был не менее удивительным и интересным, чем предыдущий. Пусть он принесет нам только хорошие новости. Ну а сегодня в нашей программе мы будем говорить о том, как защититься от мошенников. Узнаем, как природа севера и сильный народ Саха повлиял на творчество художника Якова Скрябина. А в студии у нас ожидается оперный певец Александр Емельянов. Его творчеству исполняется 20 лет. Вместе с ним в студию подойдет итальянский дирижер Алессандро Бичи. Ну а в наших постоянных рубриках также немало интересного. Также мы подробнее расскажем вам о такой профессии, как метеоролог. Ну а теперь давайте знакомиться с погодой. Сегодня в центральных районах в 6 часов утра температура воздуха составила 34-36 градусов мороза. В заречной группе 32-39, в южных до 30 градусов мороза, в Вилюйской группе 24-29, в Нижнеленских 36-37, в западных 30-35 градусов, в Колымо-Индигирских от 26 до 39. В Янских 36-43 градуса, на северо-западе от 16 до 25 градусов мороза. В 6 часов утра температура воздуха в Якутске составила 32 градуса со знаком минус. Атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба. Сегодня преимущественно ожидается без осадков. Ветер южный 1-3 метра в секунду. Температура воздуха днем составит минус 25-27 градусов. Знаете ли вы, кто самым первым узнает, какая температура воздуха за окном? Конечно же, это метеоролог. Кроме показателей температуры, он замеряет еще и много других важных показателей, которые так или иначе влияют на нашу погоду. Почему в Якутске на Гемеине и в аэропорту, к примеру, разнится температура и как на это влияет человеческий волос? Интересно, правда? Давайте знакомиться. Ой, хорошо, ясно на небе. Более чем 40-летний профессиональный опыт Надежды Праведных позволяет метеорологу одним только взглядом на небо определять, какая погода будет сегодня. Но для того, чтобы дать точную температуру воздуха, каждые 3 часа, в том числе и ночью, метеорологи выходят на метеоплощадку, причем в любую погоду. Надеваем рабочую одежду и идем на площадку. На метеостанции почти как дома. Здесь живут собака Джесси и кошка Масяня. Они не только охраняют, но и ходят на все измерения с метеорологами. Тут площадка, она, короче, у нас как бы на 2 части разделена. Вот эта вот часть, вот она идет метеорологическая, а там вот стоят наверху вот эти всякие приборы. Но сейчас мы ими не пользуемся, потому что автомат тоже поставили, автоматический комплекс. Вот. А так, по этим приборам мы тоже каждый срок проводили наблюдения определенные. С внедрением новых технологий количество ручных замеров стало меньше. Но, как говорят сами метеорологи, человеческий фактор никто не отменял. Ведь они отвечают за каждую цифру. На их основе синоптики затем формируют краткосрочные и долгосрочные прогнозы. Когда прогнозы 90% сбываются, этого не видит никто. А как только один какой-то несчастный не сбылся, в принципе, оправдаться, даже вот по плану оправдаемости стопроцентной нет. Потому что это практически невозможно. Данные метеорологов особенно становятся востребованными зимой, когда из-за холодов отменяют учебные занятия в школах. И многие спрашивают, почему, когда в аэропорту минус 45, то на Гемеине на 4 градуса теплее. Оказывается, так было не всегда. Раньше вокруг метеоплощадки строений практически не было. В застройке квартала здесь стало намного теплее. Этим и объясняется разница в показателях. Помимо температуры воздуха, метеорологи следят и за другими важными показателями. Здесь находится вода. И вот потому, докуда тут вода эта замерзла,
Вот сейчас посмотрим. Вот она промерзла до 70 сантиметров сейчас. Каждое утро эта марля меняется на другую, на чистую. А вот это вот снимается и отправляется в лабораторию, там потом она сжигается, и они там на своих приборах определяют, сколько всяких загрязняющих частиц в воздухе находится. Здесь у нас будка для самописцев. Самописцы стоят, который один вот этот термограф называется, он записывает температуру воздуха в течение суток. И второй прибор точно так же записывает влажность. Вот у нас прибор вот этот, вот видите, вот тут натянутый пучок волос человеческих, обезжиренный человеческий волос. И в зависимости от того, какая влажность, меняется натяжение его. Меняется натяжение, и через передаточный механизм идет он на эту стрелку, и, соответственно, стрелка то вниз, то вверх. Так, зимой и летом, и в зной, и в стужу хрупкие, но стойкие женщины круглосуточно выполняют, казалось бы, одну и ту же, но очень важную работу, от которой зависит предупреждение от чрезвычайных погодных явлений, наводнений, засухи. Также эти данные важны для работы аэропортов, аграрного сектора и многих других сфер. Несмотря на скромную зарплату и беспокойный характер работы, здесь трудятся люди, действительно любящие свою профессию и не устающие радоваться любой погоде. Вообще интересная же. Я говорю иногда, вот даже столько лет отработав, выходишь на небо, смотришь, елки-моталки, ты за 40 лет такого еще не видел. Туяра Филиппова, Григорий Хлопков, Павел Пахомов, Якутск. Доброе утро. А в последнее время участились случаи, когда животные забредают в город. Так, недавно детеныша косули, застрявшего в ограде 202-го микрорайона города Якутска, вызволили прямо рядом со школой. А в эти дни в саду возле нашей компании заметили соболя, который теперь ежедневно приходит и подолгу бегает вокруг беседки и заглядывает в окна наших кабинетов. Сердобольные работники буфета его подкармливают, а свободные от работы сотрудники с удовольствием наблюдают из окон, как он резвится на снегу. Откуда появился соболь, неизвестно. Предполагают, что он мог попасть в город случайно, спасаясь летом от дыма. Ученые же считают, что это связано с обычной сезонной миграцией животных. Такое явление было всегда. Но сейчас это стали подмечать чаще с распространением социальных сетей. Многие пользователи их фотографируют, снимают и выкладывают видео на своих страницах. Как правило, животные потом сами находят дорогу в лес, но если они задерживаются возле жилищ, специалисты советуют не подкармливать их и сообщать экологам, которые выловят и выпустят их в естественную среду обитания. Такая доза позитива и умиления, согласитесь. Ну, а мы продолжаем. Если к вам на улице, к примеру, подойдет незнакомый человек и попросит большую сумму денег, конечно же, вы ему не передадите ее. Почему же тогда сотни людей ежедневно электронно перечисляют свои финансы, когда им звонит незнакомый человек? Как не стать жертвой мошенников, узнаем далее. Сегодня у нас будет очень полезная информация для вас, как не попасться на уловку мошенников. И сейчас я нахожусь в отделении по борьбе с дистанционным мошенничеством, отделение уголовного розыска. Если брать статистику по республике, по городу Якутску, то данный вид преступления, кибермошенничество, с использованием средств связи, интернет-ресурсов. На примере прошлой недели всего поступило 37 сообщений о преступлениях именно в сфере мошенничества, и нанесен ущерб гражданам города Якутска в размере около 10 миллионов. Основные правила, которые могут подсказать, что это звонят мошенники. Во-первых, повторюсь тогда по поводу сотрудников безопасности банка. Они вам никогда не позвонят. Сотрудников органов внутренних дел
которые, ну, и иных силовых структур, которые, на которых вас переводят якобы сотрудники безопасности банка. Если сотрудники органов внутренних дел и других силовых структур захотят вас вызвать, это будет сделано официально, по повестке. То есть и вы будете приглашены в кабинет, то есть никакого телефонного разговора о том, что мы работаем в отношении там, сотрудника N-ного банка по его поимке, с вами проводиться не будет. Второй пример – это, допустим, сейчас распространены сервисы, интернет-сервисы, да, по продаже, покупке товаров. Даете объявление, вам звонят, вот я вот сейчас нахожусь в районе республики, не могу приехать, но давайте оформим СДЭК, ну, то есть оформим доставку. Вам отправляют ссылку. Ну, во-первых, СДЭК по ссылкам не работает, у них все официально, то есть нужно обращаться в офис компании. Во-вторых, в ссылке чаще всего указывается, что вы, то есть с вашего счета будет снята указанная вами сумма, а не переведена сумма. Ну, то есть к вам не поступает перевод, а с вашего же счета. А люди думают, что вот ссылка пришла, значит, все официально, там СДЭК написано, ага, нажимают кнопочку, все, деньги переводятся на счет покупателя. То есть вы ему заплатили за свой товар, ваш товар никто не берет, после этого вся переписка блокируется. Я еду на встречу с одним человеком, его зовут Роман. И Роман, сам того не подозревая и абсолютно ничего не зная об этом, стал неким инструментом в руках мошенников. Как это было, давайте узнаем у него самого. Да, я стал жертвой мошенников, которые из моего личного инстаграм-аккаунта украли мою фотографию, да, на которой я изображен со своими детьми и со своим отцом. Разместили данную фотографию, получается, на фейковой странице, и которую подписали, что якутская семья за время карантина заработала 330 тысяч рублей. Ну и там такая, в общем, спасительница, некая Уйгулана Давлетова, ну, якобы местная девушка, которая предлагает всем чудеснейший просто вид заработка, о котором можно узнать, перейдя по ссылке. Данная ссылка уводила на систему каких-то онлайн-казино, да, то есть там группа в Телеграме, какие-то прогнозы, что-то непонятное. В общем, сам черт ногу сломит, там концов не сыщешь. Сама Уйгулана Давлетова, да, то есть отмечается ее страница в Инстаграме, тоже является пустышкой. То есть они использовали фотографии одной казахской модели. Ну, в общем, пытались, конечно, жаловаться, пытались достучаться, делали, получается, жалобы в самой сети Инстаграм на данную страницу, но это временная страница, которая никуда не уводит, конкретного, получается, рекламодателя у нее нету. Временная страница непонятная. То есть Инстаграм даже не среагировал? Ничего? Вообще никак не среагировал. До лета этого года, то есть периодически появлялась эта фотография с этой же самой подписью, что якутская семья заработала, да, то есть там скриншот якобы вывода денег на карту Тинькофф и так далее. Ну и, естественно, все это фикция, да, то есть ничего мы не нашли, никого мы не наказали, так сказать, да, ни с кого не спросили. Вот. Ну, будем надеяться, что как бы мало людей, а точнее 0 людей, которые повелись на данные махинации. Итак, подводя итог, чтобы не стать жертвой мошенников, нужно запомнить следующее. Никогда не разговаривайте по телефону с сотрудниками банков насчет ваших личных денежных средств. Не переходите по сомнительным ссылкам в соцсетях, на сайтах, личных сообщениях или по электронной почте. Если вы подали объявление, ведите переписку с покупателями только внутри приложения, без перехода в другие мессенджеры. Полный сюжет смотрите в ближайших выпусках передачи «Испытано на себе» на канале Якутия-24. Берегите себя и ваши финансовые средства. А у нас в гостях начальник отдела информационных технологий Центра «Мои документы» Николай Нилов. Николай, доброе утро. Доброе утро. Ну, расскажите, какими способами чаще всего сегодня обманывают нас, конкретно именно в интернет-ресурсах, да? Ну, я бы отметил на самом деле несколько всего лишь способов. Ну, они по составу и по направлению только отличаются. Вот, так называемый фишинг. Фишинг – это, ну, от слова рыбачество, да? Ну, рыболовство. Цель его – это поразить, чем больше цели я поражу, тем больше процент
выигрыш я получу. Мгм. К примеру, это бывает как фишинговые письма, ну, спам-письма или как-то иначе Да-да-да-да-да. называется. Ага. В него, как говорится, вложен файл, либо ссылка. Который нужно нажать, да, Обязательно, кликнуть. обязательно Ага. открыть там, и Мгм. так далее, и так далее. Вот, буквально вчера вот получили информацию, там, ну, атака произошла массовая по республике. Ну, по крайней мере, слышал только по республике. Смысл этого письма был, что изменения в поправках там, 167 федерального закона, что выплаты социальных вот этих вот накоплений производятся теперь в каком-то Мгм. автоматическом режиме. И злоумышленники просят перейти по ссылке, чтобы ну, у них якобы был сбой, и этот сбой надо, ну, чтобы исправить, надо пройти по ссылке вручную. То есть тут, ну, на самом деле это по большей степени как смешно и грустно, потому что, да, смешно, потому что это очень простое сообщение, а грустно с того, что люди все равно верят и переходят по ссылке. Верят и ведутся, да? Ведутся, да, и непосредственно там отметили МФЦ, то есть по всем вопросам обращайтесь в МФЦ по месту жительства. Ага. Это как бы очень странно. Я бы, ну, осторожно, по крайней мере, я пока сам не получал этого письма, думаю, это вопрос времени. Мгм. Ну и, собственно, вот один из методов. Также я отметил бы ну, те же самые социальные сети, где вот происходит ну, реклама, да. По мере степени это, как сказать, ну, рекламного характера, но так или иначе с какой-то вредоносной ссылкой, к примеру. Мгм. Там переходишь в один магазин, Спамы такие. да, Ага. да, спамы такие. Ну и, собственно, там во время ссылок человек не замечает этого, это ну, технология. В большей степени крадутся данные из браузера. Ну, кэш-куки, наверное, так называется. В данных браузера там хранятся ваши пароли, авторизации двухфакторные, вот, где смс, вот, и так далее, и так далее. Поэтому вообще я бы не рекомендовал бы переходить по ссылкам, переходить по понятным вам непонятным сайтам и так далее, и так далее. Ну, вот. Отсюда и следует вот взламывание наших страниц, да? Ну, да, по большей степени, Ага, да. в частности, вот в Инстаграм, да? Ну, в частности, по большей степени я бы отметил электронную почту, потому что электронную почту мы привыкли использовать в регистрации, да, в регистрационной Да форме. везде Ну, практически, да. да? К примеру, там сайт тот же самый, ну, продажи каких-то ну, там смарт-часов, к примеру. Создали сайты, ребята и реально продают и зарабатывают на этом деньги. Ну, то есть ну, дешевые, как бы доступные смарт-часы. И почему бы не купить? Ну, а там обязательно нам необходима регистрация. Мы регистрируемся, вводим свои персональные данные, там, почту и так далее, так далее. Через какое-то время злоумышленники просто взламывают этот сайт и просто скачивают всю информацию с этого сайта к себе. И дальше у них создается база с вашей фамилией, имя, отчество, допустим, да, ну и плюс электронная почта. Тогда можно использовать сценарий в том, что направленного письма. То есть, ну, к примеру, меня это, допустим, приветствует: «Здравствуйте, Николай Алексеевич». Они знают, допустим, что я работаю в МФЦ и начнут, вот, перейдите по ссылке, мы ваши контрагенты, вы не оплатили счет и так далее, и так далее. Это и как должностное лицо, если такое. Ну и в основном еще бывает, ну, чтобы как бы жертва, то есть ну, человек, который получает письмо, поверила именно в какой-то ну, ману небесную, которая якобы приносит вам прибыль. Ну, так, Какой-то выигрыш, да, выигрыш, денежный. да, какая-то ошибка в транзакции, там, недоплата и так далее, и так далее. Ну как-то можно с этим бороться, жаловаться? Ну, тут уже воспользоваться необходимо, ну, как сказать, я бы сказал, цифровой гигиеной. Это, во-первых, ну, не открывать, ни в коем случае не открывать вложенные там файлы. Если вы сомневаетесь, то тем более не открывать. Использовать средства защиты, тот же самый антивирус. Ну, как бы это реально оправдывает те риски, которые могут повлечь за собой. Это касательно писем, а касательно социальных сетей я бы порекомендовал просто ну, не переходить, не писать, не открывать письма от ну, вообще непонятных людей. А если вам знакомый пишет, который со взломанной страницы, то просто связаться с ним другим способом, ну, позвонить. Николай, ну в связи с последними событиями, да, по коронавирусу злоумышленники могут использовать также и портал госуслуг. Я сама, кстати, видела, да, войдите через госуслуги, да, опять-таки обращаются по имени, да. Ага, вот как с этим
Ну, да, есть такой факт. Эти методы уже давно не секрет. Это случается именно путем взлома, ну не взлома, а создания дубликата сайта, который там, дубликат создается с одной целью — получить информацию. К примеру, там выходит новостная лента какая-то, да, со взломанной новостью, ну, то есть с какой-то опасной новостью, что, мол, начались выплаты по социальным, те же самые выплаты ну, по ковиду у нас были, помните, наверное. И тогда вот очень много таких случаев происходило. В общем, на этой странице, на этой новостной ленте, якобы ссылка в госуслуги, визуально она вообще идентична тем госуслугам, которыми мы пользуемся, но отличается лишь адресной строкой. Там могут использовать буквально какой-то маленький символ, который вот пока не разглядишь, пока не поймешь, что это обман, или визуально уже, если человек в госуслугах работал, он понимает, что визуально чем-то отличается, чуть-чуть, незаметно. Вот это уже большой сигнал. Ну, поэтому, ну и как бы в госуслугах они, еще отмечу, вот по социальным выплатам, чтобы получить выплаты, пожалуйста, предоставьте данные банковской карты. Ну, я бы так сказал, для правительства, для органов госвласти, чтобы производить, ну, то же самое ПФРу, пенсионному фонду, нет необходимости получать ваши данные об банковской карте. По картам, да? По картам конкретно. Совершенно. Для этого есть реквизиты. Просто. Ага. А вот для устранения утечки личных данных, да, какие-то механизмы существуют? Ну, да, это вот, ну, по большей степени это средства защиты. Сейчас средства, ну, вообще сейчас, ну, наша страна вообще как бы молодцы вот с этой точки зрения, что средства защиты сейчас более такие доступные, во-первых, ну, для как бы обывателей, да, и купить, в принципе, антивирус тот же самый не представляется не то, что невозможно, а возможно. Можно его купить на смартфон, на компьютер и так далее, чтобы я это рекомендую просто приобретать в этом. Вот. Ну, утечка данных — это по большей степени это получение информации злоумышленников, любой информации, не только персональные данные. Я бы отметил злоумышленникам не столь важны ваши паспортные данные, столь ваши предпочтения, к примеру. В мире вообще существует некий черный рынок, где как раз-таки продают ваши персональные данные. Да. Ну, не то, что персональные данные, вашу почту, как вас зовут, каким телефоном вы пользуетесь, на какие страницы вы заходите, в какие социальные сети используете. Вот такая информация создает вашу копию, и эта копия как бы для злоумышленников большой ключ в открытые ваши двери. Вот. А именно как защититься, просто выполнять обычные как действия, как руки мыть, да, вот. Менять пароли, использовать двухфакторную авторизацию, там, почту использовать для вот, социальных сетей такую, для работы такую, для личных целей такую. По возможности. Что ж, Николай, спасибо вам огромное за такие дельные советы этим утром. Было очень интересно. Желаю вам отличного дня. Спасибо вам тоже. Плодотворной работы. Спасибо. Спасибо. Ну, а с последними событиями к этой минуте нас ознакомят мои коллеги из информационной службы. В эфире «Утренние новости», в студии Влад Давыдов. Глава Якутии поручил правительству увеличить финансирование сельского хозяйства на 1 миллиард 650 миллионов рублей. В частности, Айсан Николаев поручил направить 500 миллионов рублей на строительство и модернизацию производственных объектов, еще 500 миллионов рублей на увеличение уставного капитала Фонда поддержки агропромышленного комплекса. Кроме этого, руководитель региона считает необходимым предусмотреть дополнительные средства на поддержку оленеводства, на увеличение объема заготовки сырого молока, мяса крупного рогатого скота, также лошадей, картофеля и овощей открытого грунта. Для того, чтобы выполнить эти задачи, будет дополнительно предусмотрено в порядке 1 миллиарда 651 миллиона рублей. Это в том числе
как я ранее озвучил, это 651 миллионов рублей. Эти деньги будут направляться в виде субвенций для выполнения госполномочий муниципальными образованиями. Также в порядка 1 миллиарда рублей эти деньги будут направляться на модернизацию производственных объектов сельского хозяйства. В Вилюйском Улусе усиленные рейды по контролю несанкционированной переправы через реку Вилюй. Специалисты подчеркивают, что сейчас на реке периодически образуется наледь, тем самым представляя угрозу провала под воду, так как толщина льда в данное время неравномерная. В настоящее время проезд по реке Вилюй запрещен на основании распоряжения главы Вилюйского района за номером 993 до вынесения особого распоряжения. Хотелось бы предупредить всех граждан не рисковать, берегите себя и своих близких. Мирнинский районный ковидный центр теперь обслуживает пациентов только северных районов Якутии. Это Оленёкский, Анабарский и Мирнинский. Так распорядился республиканский Минздрав. Напомним, с прошлого года к Мирнинскому ковидному отделению относились и вилюйские группы районов. Сейчас их поликлиники справляются с количеством заболевших самостоятельно. Оборудования хватает. Иная ситуация в Оленёкском и Анабарском отделениях терапии. Оленёкская и Анабарская районные больницы, у них нету КТ-аппаратов. У них недостаточно лабораторной диагностики. Поэтому, когда поступает оттуда уже информация, то, что у них обнаружился ковидный пациент, более тяжелый, который нуждается именно в стационарном лечении, у нас санитарная авиация без никаких разговоров, мы уже летаем туда и забираем этих пациентов. Спасибо коллегам. А мы продолжаем знакомить вас с детишками, которым нужна семья. Сегодня в рубрике «Пусть мама придет» двухлетний брат Толя и его сестренка Ярослава, герои нашей рубрики. Знакомьтесь, это Толя. Толе 2 года. Меру своих сил и своих возможностей. Толя очень активный, улыбчивый мальчик. Легко идет на контакт с взрослыми. Толя у нас занимается каждую неделю, приходит в сенсорную комнату для развития тактильного восприятия, визуального восприятия и слухового. В силу проблем со здоровьем с Толей проводят занятия по лечебной физкультуре. Мы с Толей занимаемся ГФК. В основном ему надо на нижние конечности, у него параплегия. Чтобы он самостоятельно стоял, ходил, учим. Сейчас он ползает, сидит самостоятельно. У Толи есть младшая сестра Ярослава. Знакомьтесь, это Ярослава. Ей 8 месяцев. У нее была произведена операция на сердце, поэтому она слабенькая. Только учимся сидеть. Улыбчивая, веселая, любит общение. Очень нежный ребенок, нежная девочка. Любит разговаривать, играть, когда с ней играют. Веселая. Кушает молоко, искусственное скармливание. Хорошо кушает. Спокойный ребенок. Мы очень надеемся, что Ярослава и Толя обретут семью.
1935 году в этот день был учрежден знак почета. Орден представлял собой овальный серебряный знак высотой 44 мм и шириной 32,5 мм. Награды могли получить как отдельные граждане, так и различные предприятия, организации и города, причем не только в Советском Союзе, но и иностранные граждане. Чем еще сегодня примечателен день, узнаем в нашей рубрике. На календаре 25 ноября. Сегодня отмечают Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, День благодарения, День российского военного миротворца, День семейной истории здоровья. По народному календарю праздник посвящен памяти святого Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского. В этот день заканчивались свадебные обряды. Женщины молились за здоровье и благополучие своих детей. Хорошей приметой считалось дарить друг другу подарки. В этот праздник судили о грядущей погоде. Каким был этот день, таким должен был быть и декабрь. Отсутствие холода предвещало раннюю теплую весну, а низко плывущие облака говорили о скором наступлении холодов. События в этот день. В 1735 году был отлит царь-колокол. Последние британские войска покинули Нью-Йорк после завершения войны за независимость США. Альфред Нобель запатентовал динамит. В 1940 году состоялся первый полет бомбардировщика «Де Хевиленд Москито». 25 ноября 1946 года было признано официальной датой основания Московского физико-технического института. В этот день родились Лопе де Вега, испанский драматург; Александр Сумароков, русский поэт, драматург; Николай Пирогов, русский хирург, основоположник военно-полевой хирургии, педагог, академик; Эндрю Карнег, американский предприниматель, крупный сталепромышленник, филантроп; Карл Бенц, английский изобретатель автомобиля; Сергей Танеев, русский пианист, педагог, композитор, музыкальный ученый; Николай Вавилов, русский генетик, селекционер; Анастас Микоян, советский государственный и политический деятель; Георгий Васильев, советский кинорежиссер, сценарист и актер; Нонна Мордюкова, советская и российская актриса театра и кино, народная артистка СССР. 25 ноября в Республике Саха-Якутия отмечают День Олонхо. Сегодня именины отмечают Ян, Федор, Теодор, Степан, Савва, Нил, Николай, Матвей, Лев, Константин, Иван, Дмитрий, Даниил, Вальдемар, Владимир, Борис, Афанасий, Александр. Свои картины он писал кистью и сердцем. Так говорят современники о болданском художнике Якове Скрябине. Его картины хранятся в музеях, галереях, а также в частных коллекциях. В прошлом году Якову Дмитриевичу исполнилось бы 100 лет. Недавно в свет вышла книга, рассказывающая о жизни и творчестве художника, которую написала его дочь Ольга Корнева. Наши коллеги знакомились с изданием. Величественная природа Севера и сильный народ Саха – эти темы являются центральными в творчестве алданского художника Якова Скрябина. Яков Дмитриевич родился в Мегино-Кангаласском районе, прошел всю войну, в 1956 году приехал в Алдан. Здесь работал художником-оформителем, посвящая свободное время созданию картин. О жизни и творчестве художника рассказывает вышедшая в свет книга «Он землю воспевал родную, рисуя кистью на холсте». Мы с детьми посидели, посоветовались как-то и решили, что все-таки надо как-то что-то оцифровать и сохранить это для внуков моих, их детей, внуков. Выход в свет книги об отце инициировала дочь Якова Скрябина Ольга Корнева. Отец, вспоминает Ольга Яковлевна, всегда говорил о том, что художником его сделал Алдан. Яков Дмитриевич дарил свои произведения не только музеям. Огромное количество картин хранится у друзей и знакомых. Он в основном был художник-портретист. Он писал портреты первооткрывателей,
передовиков производства, тогда герои соцтруда, шахтеры. У него даже есть справка, разрешение о том, что он может писать портреты членов партии. Вот. И писал, разумеется, природу любимую нашу, алданскую. Ольга Яковлевна работала над созданием книги 2 года. Наиболее трудоемким оказался сбор информации. С литературной обработкой ей помогла подруга, главный редактор газеты «Возрождение» Ольга Жукова. Ольга Владимировна убеждена, книга обязательно будет дополнена и переиздана. Можно было бы нам связаться и вот именно с художниками, так, современниками нашего героя нынешнего, с теми же родственниками Марфусаловыми, с Никитиными, вот с Ириной Никитиной. Он писал картины кистью и сердцем, говорят о Якове Скрябине ценители художественного искусства. На презентации присутствовали жители Алдана, лично знавшие Якова Дмитриевича. С искусством и живописью Якова Дмитриевича я знакома очень давно, когда пришла работать художником-оформителем в Алданский историко-краеведческий музей. Мы периодически делали выставки вообще художников Алдана, естественно, был и Скрябин Яков Дмитриевич. Яков Дмитриевич был душой компании, он был отзывчивый, мягкий, улыбчивый, интересен тем, что у него всегда были новые идеи. Гости презентации отметили, что выход труда о Якове Скрябине стал беспрецедентным. Впервые дочь написала книгу об отце. Издание явилось наследием не только семьи Скрябиных-Корневых, но и всего района. Татьяна Вахнина, Георгий Баранов, Александр Лукин, Алдан. Доброе утро всем, кто к нам только что присоединился. Это «Утро Якутии». Катерина Винокурова. Сегодня 25 ноября. Согласитесь, песня – это состояние души. Есть песни, под которые хочется плакать, а есть другие, под которые хочется веселиться. С музыкой, мне кажется, по жизни всегда легче идти. Мы предлагаем вам прямо сейчас насладиться замечательной композицией утренней, пусть она поднимет вам настроение. Солнца золотого тьмы скрыла пелена, и между нами словно вдруг выросла стена. Ночь пройдет, наступит утро ясное, знаю, счастье нас с тобою ждет. Ночь пройдет, пройдет пора ненастная, солнце взойдет. Солнце взойдет. Птицы перестали, свет звезд коснулся крыш. В час грусти и печали ты голос мой услышь. Ночь пройдет, наступит утро ясное, знаю, счастье нас с тобою ждет. Ночь пройдет, пройдет пора ненастная, солнце взойдет. Солнце взойдет. Солнце взойдет.
Александр. А на этой прекрасной ноте хочу познакомить вас с нашими замечательными гостями. Это, конечно же, народный артист республики, солист Государственного театра оперы и балета Александр Емельянов и дирижер Алессандро Бичи. Почти да, Александр, да? Можно и так, поскольку вы в России. Доброе утро. Александр, в первую очередь хотелось бы вас поздравить. Мы знаем, что вы получили звание народного артиста республики. Поздравляем. Спасибо большое. Ну и отмечаете вы юбилейную дату, да, в честь своего 20-летия творческой деятельности. Расскажите нам немного, как начиналась ваша карьера оперного певца. Как начиналось? Ну, это не так быстро, так сразу сказать. Ну, начиналось со школы и так далее. Вы всегда пели? Вот, именно вот с детства как бы заметили в вас какие-то оперные оперные? Нет, не с детства, не с детства. Но вы были музыкальным человеком? Да. Ну, отец пел. А когда уже определились и поняли, что вы человек оперы? Ну, это уже когда я поступил в 2001 году в музыкальное училище имени Марка Николаевича Жиркова. Ну, у вас бас-баритон. Бас-баритон. Правильно. Что вам больше всего нравится исполнять? Исполнять итальянскую музыку, веризмы, зарубежных композиторов российских и, конечно, отечественных и якутских тоже, конечно. Ну, у каждого человека есть тот, на кого нам хочется равняться, да? У вас есть такие исполнители? Конечно, есть. Я равняюсь на маэстро Рената Брузон. Ну, много на кого можно. Дмитрий Хворостовский, вот по записям. Ну, как мы уже сказали, вы отмечаете 20-летие своей творческой деятельности, да? Расскажите про мероприятие, которое состоится, это юбилейный концерт ваш. Ну, можно сказать, не юбилей у меня, а юбилей моего творчества. Юбилей вашего творчества. Да, 20 лет. Когда, где, кто будет принимать участие? Кого бы вы хотели видеть? Ну, конечно, зрителей, поклонников оперного искусства, ну, и всех, кто сможет прийти. Когда? Вот завтра, буквально, 6:30. Пользуясь случаем, я приглашаю всех, кто сможет. Уважаемые гости, мы сейчас ненадолго прервемся, да, и продолжим наш разговор. Хочу напомнить нашим телезрителям про WhatsApp номер 8 914 273 4488. Если вы хотите задать вопросы нам или нашим гостям, то смело пишите. Также вы можете, конечно же, кого-то поздравить. Вдруг у кого-то из ваших знакомых или близких знаменательная дата. Ну а о творчестве Александра Емельянова мы продолжим говорить после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Творческой деятельности отмечает оперный артист Александр Емельянов. Сегодня он в нашей студии вместе с дирижером Алессандро Бичи. Еще раз доброе утро. Алессандро, ну вопрос к вам, да? Вы, если я не ошибаюсь, с 2011 года сотрудничаете с нашим театром. Вы, помимо того, что дирижируете, я знаю, что вы еще и музыкальный коуч, правильно? Да, правильно, абсолютно. Как вы вот совмещаете эти деятельности и как это происходит? Скажем так, я сначала начал работать как коуч. Это очень интересная работа, которую всегда мне нравится сделать, особенно с молодыми солистами, потому что вот это обязательно поддержка для любого оперного певца. И это работа, которая выйдет в сфере вот 360 градусов мира солист. Надо приготовить, надо помогать, надо
играть, для него надо посоветовать, как это хорошо, как лучше сделать. Как лучше. Ага. Да, и, конечно, вот у многих, которые занимаются моей работой, тоже следующий шаг сразу это будет, ну, давай дирижируем, давай сделаем, потому что так требуется просто вот, знать солист, и голос, и опера всего другого мира. Это очень важно тоже, вот надо знать языков, особенно вот такие 4 языка, которые вот самые главные для оперы, вот итальянский, французский, немецкий и русский, и понимать разницу между фонетикой, чтобы помогать им тоже найти правильно. Фонетика — это звук, это не только произношение, это не только уважение для другого государства. Это очень важный часть просто для каждого певца, потому что вот петь на разные языка это трудно, невозможно просто так. Просто, да. Да, да. А вот с кем интереснее всего работать из наших артистов? Со всеми или комфортно? Один здесь, наверное, есть. Вот это Саша, с ним всегда очень легко, очень просто. Мы друзья, можно сказать, да, и давно начали работать, и много вот произведений здесь. Концертов и оперы здесь делали, поэтому вот мы уже привыкли тоже. Но могу сказать, что в театре оперы и балета есть много очень интересных молодых солисты, которые вот я, конечно, желаю с ними поработать и дальше еще вот, желаю всего самого лучшего. Да, да. Александр, ну за 20 лет вы исполнили немало партий, да? Какая ваша самая любимая, может быть? Ну, можно сказать, они все любимые, нет нелюбимых. Вот так. А есть та, которую вы мечтаете еще исполнить? Есть, конечно. Какая? Сибирия, опера вот есть, оказывается, да? Макбет, ну, многие, вот Риголетто еще, вот новая постановка хотелось бы, да, еще спеть. Ну и так далее. Александр, а вы можете похвастаться успехами ваших учеников? Может, неправильно понял вопрос, видите. Чего добились ваши ученики, каких-то вот званий, наград, насколько вы рады этому? Ну, как, может, вы знаете, я работаю в Казанском театре оперы и балета, и там уже давно у меня есть там солисты, которые я следую. Мне было очень приятно их помогать тоже вот на конкурсе раньше тоже и на прослушивании, когда это было. Две из моих просто вот в Италии ехали работать с очень великим дирижером, с Рикардо Мутти, с Маурицио Рена. И как итальянцы, которые здесь приходят в Россию и готовят русские певцами, и потом они будут заметны, вот такие большие дирижеры. Конечно, для меня это огромное удовольствие, огромное. Здорово. Спасибо вам, уважаемые гости. Спасибо за участие в нашем эфире. Спасибо, что проснулись. Александр, с праздником вас еще раз и с присуждением награды. Приглашаем телезрителей завтра на концерт, творческий вечер в честь юбилейной творческой деятельности первые 20 лет. Спасибо. Ну а далее хочу передать слово коллегам из информационной службы. Утренние новости. В эфире, в студии Влад Давыдов. Жители Крайнего Севера в 2022 году смогут получить компенсацию по оплате стоимости проезда и провоза багажа, не использованную в 2020-2021 годах. Постановление об этом подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин. По закону компенсации не выплачиваются, если работник не обратился за ними в срок. Однако в 2020-2021 годах из-за угрозы распространения коронавируса большинство поездок пришлось людям отложить. Чтобы защитить права граждан, было принято решение продлить период получения таких выплат. Говорится в письме к этому документу. Право на компенсацию имеют работники из Крайнего Севера и их несовершеннолетние дети.
Более 800 миллионов рублей из бюджета Якутии выделено в этом году для обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения. Таким образом, на сегодня планируется заключение муниципальных контрактов на приобретение более 700 жилых помещений. Более 300 детей-сирот уже в этом году получат долгожданное жилье. По закону им предоставляются благоустроенные помещения с площадью от 22 до 44 квадратных метров, которые только после 5 лет становятся собственной недвижимостью. Сейчас в списке Единой государственной информационной системы состоят более 2200 детей-сирот в Якутии. Социальная выплата будет осуществляться именно детям, которые достигли 23 лет и которые прошли социализацию и имеют постоянное место работы не менее 1 года. Преимущество сертификатов в том, что они могут уже приобрести достаточно большое для себя, для своей семьи, использовать вот эту социальную выплату как первоначальный взнос и вступить в ипотеку. Вариаций у них достаточно много будет, и квартира сразу будет у них в собственности. Сумма сертификата будет рассчитываться в зависимости от стоимости 1 квадратного метра строительства жилья, установленного в муниципальном образовании. Завершаются строительные работы в многоквартирном доме в Алекминске. Новый 64-квартирный пятиэтажный дом построен по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Внутри на данном этапе идут отделочные работы, штукатурка, покраска, укладка кафельной плитки. Сообщается, что практически все готово для того, чтобы встретить новоселов. Работает более 50 человек, отделочников, еще спецработы ведет порядка 15 человек. Работы сегодня ведутся по отделке, значит, штукатурка, шпаклевка, кафель. Так, в принципе, готовность порядка 90%. Благодаря реализации проекта «Пушкинская карта» в Якутии учреждения культуры заработали более 3 миллионов рублей. Напомним, данный проект начал работать в республике с сентября этого года. В число участников программы вошли театры, музеи и другие учреждения культуры. Лидерами данной программы стали в столице региона театр оперы и балета, Русский драмтеатр и Национальный художественный музей. Цель этого проекта «Пушкинская карта» – приобщение молодежи к культуре. Им могут воспользоваться молодые люди от 14 до 22 лет. Необходимо оформить виртуальную карту «Почта банка», куда после регистрации через госуслуги будет поступать 3000 рублей. Эти деньги можно потратить только в музеях, библиотеках, концертных залах и театрах. Таковы новости к этому часу. Слово передаю коллегам. Доброе утро. Сегодня четверг, а это значит, что кинозалы ждут нас на долгожданные премьеры. Знакомимся с кинопремьерами этого четверга. Если бы я могла выбирать, я бы жила в Лондоне. 60-х. История девушки, которая учится в Лондоне на дизайнера одежды и мистическим образом перемещается в 1960-е, где встречает своего кумира, ослепительную начинающую певицу. Лондон того периода совсем не так привлекателен, как кажется сначала, и девушка становится свидетелем преступления. Но кто поверит в то, что она видела во сне преступление, произошедшее наяву полвека назад? Я знаю, что вы сделали. Я сделал много всего. Тебе придется быть немного конкретнее. Прошлой ночью в Сохо. Зачем ты вернулась, Клэр? Этот город отравлен. Ракун-Сити, где когда-то располагался фармацевтический гигант Umbrella, вовсю бурлила жизнь, сейчас превратился в город-призрак. Компания давно переехала, но на ее месте глубоко под землей набирает силу великое зло. Когда оно вырвется на свободу, единственный шанс выжить у уцелевшей горстки людей – сплотиться и узнать всю правду о корпорации Umbrella. Нужно остановить это, иначе весь мир будет в опасности. Что, идем? Я не сумею. Я тебе помогу. Я уже все знаю от крыс. Фу, не трогай их. Удивительная семья Мадригалов живет в спрятанном в горах Колумбии волшебном доме, расположенном в чудесном и очаровательном уголке под названием Энканто. Каждого ребенка в семье Мадригалов магия этого места благословила уникальным даром. От суперсилы до способности исцелять болезни. Увы, магия обошла стороной лишь одну Мирабель. Обнаружив, что магия Энканто находится в опасности, Мирабель решает, что именно она может быть последней надеждой на спасение своей особенной семьи. Высоковато. Но зато есть попутчик. Он, правда, сразу же улетел. Предатель!
мы даже не заметили, что тут сидит ваш друг. Он мой друг. Мы соседи. Студентка из Финляндии садится в поезд Москва-Мурманск, пытаясь сбежать от своей таинственной московской любви. По воле случая ей приходится разделить долгую поездку и тесное купе с грубоватым русским шахтером. Нечаянное соседство помогает обоим пассажирам купе номер 6 осознать свое одиночество и тоску по человеческим отношениям. Титаник сгорела? Да. Вот мы сейчас как они. На этом я с вами прощаюсь. Желаю вам хорошего дня сегодня. Пусть обязательно у вас все получится. Увидимся завтра.